Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Памяти зачинателя абхазской научной фольклористики. На 89-м году ушел из жизни академик Шота Салакая. Приоткрыть завесу тайны. Лекцию, посвященную анализу подлинности фактов писанной истории Абхазии, провел поэт и переводчик Денис Чичхалия. Пять городов, 11 дней, 7 спектаклей. Русдрам вернулся из самого длительного в своей истории гастрольного тура. Нам нужно научиться работать по-новому. В понедельник, 8 ноября, президент Аслан Бжаня выступил на выездном совещании в Ткварчале. Он подчеркнул, что все наши вопросы упираются в то, что мы пока не наладили в стране эффективную экономику. Нужно научиться делать такой продукт, который будет востребован здесь, на территории Абхазии и на большом российском рынке. Это можно сделать благодаря усилиям руководства Абхазии, усилиям населения страны и усилиями Российской Федерации, подчеркнул Аслан Бжаня. Также президент пообещал, что в инвестпрограмму на 2023-2025 годы будет включено больше инфраструктурных объектов Ткварчалского района. Мы не научимся зарабатывать деньги здесь на местах, нам деньги взять будет неоткуда. Кальский район, Ткварчальский район очень в сельскохозяйственном отношении очень развитые были районы в свое время. Высокий уровень продукции, да? Высокая урожайность. К этому надо вернуться, мои дорогие друзья. Абреус адвулату, абратра, аус хуроп, хахацгалароп. Это не делается за один день. И в советское время тоже это не делалось за один день. Были потрачены годы. Но оно работало на несколько поколений. Сейчас все это необходимо будет нам восстановить. Шаг за шагом мы это все будем делать. Нам будут помогать наши российские друзья. Но мы должны научиться грамотно работать. Есть такой термин, как культура производства. Прийти в банк и забрать деньги, не показать никакие бумаги, не показать наличие земли, так не получится. Все это будет под контролем. Я просил бы вас, и начальник управления, и главы сел, к этому отнестись серьезно. Это шанс, которым мы могли бы воспользоваться. Если даже в каждом селе, а тут у вас несколько, около 10 сел, 12. Если даже, сколько? 11 сел. Там пусть в 10 селах росли цитрусовые. Если даже в каждом селе мы сможем в течение 4-5 лет по 10 гектаров, по 20 гектаров каким-то образом культур восстановить, это занятые семьи, правильно? По 10-15 семей в каждом селе будут иметь достаток, будут иметь работу, и это будет в конечном итоге приносить колоссальную пользу. Вот таким образом надо будет подходить. Коммунистическая система уже, к сожалению, не работает. Централизованных финансов не будет. Это рынок. Надо выращивать продукцию, которая будет востребована. А продукция, которая растет у нас здесь, в вашем районе, цитрусовый орех, это ликвидная продукция, она востребована. Современные технологии надо будет использовать, которые позволяют совершенно другой уровень урожайности. Эти технологии у вас там в министерстве должны быть, вам помогают в методическом плане Министерства сельского хозяйства России. Все это надо внедрять здесь на местах. Иначе перспектив не будет. Только таким образом можно и нужно действовать. Но вот начальные шаги сделаны, надо все это контролировать. Расширенный репортаж по итогам рабочей поездки в Ткварчал главы государства смотрите в нашем эфире во вторник, 9 ноября. Внешняя политика. В воскресенье, 7 ноября, в ходе президентских выборов в Никарагуа на 4-й президентский срок переизбран Даниэль Ортега. А 7 ноября состоялось торжественное подписание соглашения об установлении побратимских отношений между городами Сухум и Манагуа. Делегация Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Дауром Кова находилась с визитом в Никарагуа для участия в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей. Кроме того, как сообщается на официальном сайте МИД Республики Абхазия, прошла рабочая встреча главы МИД Абхазии Даура Кова с министром иностранных дел Республики Никарагуа Денисом Манкадой. Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Далее был подписан план мероприятий по взаимодействию между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа на 2022 год.
Об эпидемиологической ситуации в республике. Согласно сообщению оперативного штаба, за 6 ноября тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 284 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 76 из них. Общее число выявленных заболевших составляет 32 454 человек. Зарегистрировано 469 летальных случаев. Выздоровели 27 170 человек. Вся ответственность за продолжающийся кризис полностью лежит на Аслане Бжане и его команде. Об этом говорится в заявлении Политсовета партии «Форум народного единства Абхазии» от 8 ноября. Как отмечается в документе, Политсовет ФНЯ заявляет решительный протест действиям и решениям президента в связи с конфликтом на набережной города Сухум 30 сентября. Кризис, по убеждению руководства ФНЯ, углубляется из-за отсутствия национальной программы реформы и развития страны. Майнинг стал одной из причин разрушения энергетической системы, выхода из строя городских и районных подстанций электроснабжения. Нет реального исполнения законодательства по декларированию доходов чиновников. Отчеты высших должностных лиц по финансам и недвижимости – не что иное, как фикция, отмечается в документе. Оптимизация государственной управленческой системы, обещанная Бжане в его бытность в оппозиции, становится очередной формальностью, убеждены в форуме. Из-за отсутствия четкости в организации последовательной борьбы с пандемией складывается печальная статистика, которая пагубно сказывается на демографической безопасности государства. Противодействие коррупции носит избирательный характер и вовсе выпало из официальной повестки дня власти. ФНЯ призывает все здоровые силы и граждан страны активно высказывать свою гражданскую позицию. Осетрина второй свежести. Так называется статья писателя и общественного деятеля Надежды Венедиктовой, опубликованная на сайте СРК-Инфо и посвященная инциденту, случившемуся в Сухуме в День Победы. События 30 сентября, когда сотрудниками милиции были избиты ветераны войны, к сожалению, привели не к попытке разобраться откровенно и честно, а послужили очередному витку противостояния, когда все бесконечно пережевывали давно набившие оскомину предложения. А извинения, принесенные через месяц с копейками после происшествия, это вообще осетрина уже пятой свежести, пишет Надежда Венедиктова. Особое сочувствие вызывают избитые ветераны войны, которые стали разменной монетой в чужих руках. Думаю, многие присоединятся ко мне, когда я от лица всего народа попрошу у них прощения за то, что произошло, заключает писатель Венедиктова. В памяти зачинателя абхазской научной фольклористики. На 89-м году ушел из жизни кавалер ордена Ахтзябша второй степени, доктор филологических наук, профессор, академик Шота Салакая. С 1959 года и поныне Шота Салакая работал в Абхазском институте гуманитарных исследований. Был действительным членом 3 академий наук: Академии наук Абхазии, Адыгской международной академии наук и Российской академии космонавтики имени Циолковского. В 1980 году ему была присуждена госпремия имени Гулия за монографию «Абхазский нардский эпос». В 2013 году присвоено звание заслуженного деятеля науки Абхазии. Слово Надежде Боровиковой. На 89-м году ушел из жизни выдающийся абхазский ученый, академик, нартовед Шота Салакая. Он был разносторонне одаренным человеком и ученым, сочетавшим талант фольклориста, литературоведа и литературного критика, реализовавший свои дарования на богатой почве родной абхазской культуры. Такие слова опубликовал на своей странице в Facebook ученик Шоты Салакая, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Ушел настоящий ученый. Это представитель того самого поколения, мы их называли шестидесятники, это золотым веком можно назвать в абхазоведении, в кавказоведении вообще, да и в всей гуманитарной науке тогда советского времени, Советского Союза. Шота Хичевич Салакая был выдающийся ученый, это однозначно, выдающийся ученый, безусловный авторитет. Он безусловный авторитет в нартоведении.
Он безусловный авторитет фольклористики вообще. Он, Шота Хичевич, первый профессиональный абхазский фольклорист. Шота Хичевич безусловный авторитет в литературоведении, в литературной критике. Он был незаменимый редактор, научный редактор. Очень много монографий моего поколения ученых он редактировал, прошли через его руки. Шота Хичевич наш учитель. Учитель в прямом смысле, в полном смысле этого слова. С 1959 года и до конца жизни Шота Салакая работал в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Гулия. За эти 60 лет он прошел все ступени академической иерархии, от младшего до главного научного сотрудника. Параллельно с начала 60-х годов он работал также в Сухумском пединституте, ныне Абхазском государственном университете. Являясь профессором кафедры абхазской литературы, он вел общие и специальные курсы по абхазскому фольклору и литературе народов Северного Кавказа. Шота Салакая также входил в ассоциацию писателей Абхазии и в Союз писателей России. Все мы, друзья и коллеги нашего дорогого Шоты, потрясены вестью о его кончине, находимся в глубокой печали и трауре. Ушел из жизни выдающийся абхазский ученый, один из тех, кто создавал наше абхазоведение, науку о нашем народе. После ухода из жизни таких наших корифеев, как Георгий Алексеевич Дзидзарья, Шалва Денисович Иналипа, Зураба Анчабадзе, смерть Шоты Салакая – самая большая утрата для нашей науки. Он был одним из ее организаторов, основатели Академии наук Абхазии. Шота Салакая – это целая эпоха в нашей филологии. Это монографические исследования нашего национального эпоса, нашей литературы, творчества наших писателей, начиная с Дмитрия Гулия, воспитание молодых ученых и аспирантов. Он во всех нас, в нашем росте и становлении. Шота Хичевич пользовался огромным авторитетом как среди наших ученых, так и среди зарубежных светил мирового уровня. Будучи крайне скромным и мудрым человеком, лишенной всякой зависти в своих трудах, оценках и выводах, был принципиальным, смелым и объективным исследователем. В своей творческой и научной жизни Шота Хичевич достиг самых высоких вершин и прошел свой жизненный и творческий путь достойнейшим образом. Был образцовым семьянином, замечательным другом и товарищем, который всегда умел смотреть в корень и суть. Сказано древними: «Званных много, избранных мало». Он был избранным умом, талантом и своей судьбою. Охот взехай, сдевалку матемку и сыду, сьюза гатя, хахшильтера, старауй душоте. Шота Салакая внес неоценимый вклад в становление и развитие Академии наук Абхазии. С 1998 по 2013 год он являлся главным ученым-секретарем Академии наук Абхазии. В 2005 году, после учреждения государственной премии имени Дзидзария в области науки, Шота Салакая был назначен председателем комиссии Кабинета министров по присуждению этой почетной премии. Коллеги-ученые признают Шоту Салакая зачинателем абхазской научной фольклористики. Он написал, это его квалификационная работа, кандидатская диссертация
он написал первую монографию об героическом эпосе абхазов. Он первым оценил, исследовал аналитически абхазскую эпическую традицию. Также в других сферах он изучал творчество наших писателей, патриархов, молодых тогда. То есть Шота Хичевич внес, я скажу абсолютно искренне, неоценимый вклад в кавказоведение вообще. Уже приходят телеграммы, соболезнования с разных республик, из разных стран России и Северного Кавказа, потому что Шота Хичевича знали везде. Я считаю, что мы в этом смысле осиротели, в смысле кавказоведения, в смысле народоведения, но его работы, конечно же, остаются как фундаментальные, основательные. Его ученики не только в фольклористике, в литературоведении, везде, во всех сферах следуют его примерам, основываются на его работах фундаментальных. И потому в этом смысле, конечно, он бессмертен, можно сказать. Академик Шота Салакая неоднократно становился героем сюжетов Абаза ТВ. В 2013 году во время научной конференции, посвященной его 80-летию, Шота Салакая сказал такие слова. Безусловно, когда человек прожил немало, не может не думать о пройденном пути. И я думаю, что, конечно, особых успехов у меня, может, и не было, но не совсем бесцельно прожитая жизнь, вот это немного подбадривать. И хочется, чтобы и впредь, если пока еще будет отпущено немного времени, чтобы успеть хотя бы свои собранные, но еще не обработанные, не опубликованные материалы подготовить к печати. Заслуги ученого и общественного деятеля Шоты Салакая достойно оценены и народом, и руководством республики. Он кавалер ордена Ахтзапша второй степени. Ему присуждена государственная премия Абхазии имени Гулия, а также государственная премия имени Дзедзария. Присвоены почетные звания заслуженного работника культуры и заслуженного деятеля науки Республики Абхазия. Надежда Боровикова, Саид Айба, Абаза ТВ. В связи с кончиной Салакая Шоты Хичевича распоряжением премьер-министра Александра Анкваба создана комиссия по организации похорон под председательством президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа. Прощальная церемония состоится 9 ноября в Доме учителя в городе Сухум. Начало траурного митинга в 13:00. После выпуска новостей смотрите в нашем эфире видеоматериалы из архива Абаза ТВ, посвященные памяти ученого. Ректорат Абхазского государственного университета, профессорско-преподавательский состав и студенты выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким ученого. Шота Салакая навсегда останется в нашей памяти примером для подражания, говорится в частности в траурном адресе ректората АГУ. Продолжаем выпуск. Приоткрыть завесу тайны. Лекцию, посвященную анализу подлинности фактов вписанной истории Абхазии, провел поэт и переводчик Денис Чичхали. Рассматриваемый период Средневековья. Денис Чичхали изучил армянские и картлийские источники, которые, по его мнению, преподнесли исторические факты в свою пользу и угоду своего величия, тем самым лишая нас довольно весомого вклада и влияния на мировые средневековые процессы. О новых открытиях в абхазской медиаевистике в репортаже Иланы Казанова. Презентация новых, изученных в контексте исследования картлийской летописи исторических фактов, работал над которыми Денис Чичхали, по словам автора, назрела давно. Более того, за этим исследованием ревностно следят за пределами нашей страны, подчеркивает Чичхали. Наше самопознание
раньше основывалась прежде на том, что вырабатывалось в Тифлисе. И его нам, можно сказать, со всеми остальными директивами нам спускали. Вот вы автономия, вот вам, да, вот вам приличествует вот такая история. И вот мы внутри вот этой, как его, общества с ограниченной ответственностью, вот мы в ней и жили. Но сегодня время поменялось. Не только потому, что мы получили возможности говорить о себе то, что раньше мы не могли себе позволить. Нет, открылись, очень условное это слово я называю, говорю, открылись, потому что они существовали всегда. Летописи грузинские, которые они называли очень смело грузинскими, мы проверили, они оказались абхазскими по существу своему. По мнению Дениса Чачхаля, совершенно объективные факты умело перевирались грузинскими учеными. Тут мастера пера сыграли на опережение. И хоть картлийская летопись создана на грузинском языке, повествуется в ней преимущественно об абхазских царях, войнах, завоеваниях. Они написаны на грузинском языке, но то, о чем они говорят, события и персонажи, это все абхазские цари, это все абхазские войны, это расширение абхазского царства и так далее и тому подобное, которые очень умело в свое время комментаторы грузинской школы преподнесли не только нам, а всему миру, как достояние грузинского народа. Вместе с тем, отмечает автор, в стиле трактовки информации грузинскими историками пострадала не только абхазская часть медиевистики. Не меньше, может быть, было отнято у армянской истории, не меньше было отнято из истории Кавказской Албании и так далее и тому подобное. И вот на всем вот этом и выросло то, что мы уже читаем и видим в энциклопедиях и в других авторитетнейших изданиях, как грузинская культура, грузинская государственность и так далее. Сейчас начинается новая эпоха переосмысления вот этого всего материала. И, в принципе, я делаю, можно сказать, вот такую презентацию. Существующий подход к полному принятию содержания грузинских исторических сборников и энциклопедий пора ломать, считает Денис Чачхаля. Все потому, что это не догма, а умелая игра фактами в свою пользу. Однако сегодня, когда есть доступ к первоисточнику, когда все больше ученых изучают летопись Картли, возникают новые вопросы. Люди уже, в смысле, это уже не скроешь, это уже видят и русские историки, современные, которые только сейчас приоткрывают для себя вообще историю Кавказа, но они сразу замечают и пишут, есть такие авторы современные, Касауров и Виноградов. Вот они задались вопросом, почему в летописи Картли от начала и до конца описываются только жизнь абхазских царей, их деяния, а если что-то где-то и встречаются, например, картлийцы, только это в эпизодах и в очень небольших эпизодах. И к тому же само название летописи Картли, оно условное. Эта летопись была без названия вообще. Ему дали название, относительно, можно сказать, современные грузинские ученые, когда дело дошло до того, что нужно это уже издавать, и надо как-то назвать, они решили, что давайте мы назовем это летопись Картли. На презентацию были приглашены ученые, историки, общественные деятели. По итогам выступления Чачхаля завязалась дискуссия, продолжавшаяся около часа. Приглашенные благодарили автора за труд, отмечая его важность и своевременность. Он изучил скрупулезно, досконально, сделал сравнительный анализ, изучил на разных языках. И в этой брошюре эта летопись, как вы заметили, дана на нескольких языках. На абхазском, на русском, на грузинском. И тот, кто захочет глубоко вникнуть и изучить этот материал, у него есть прекрасная возможность понять, сколько было внесено искажений в нашу историю. Летопись – это один из основных документов. И он там буквально и показывает, и комментирует, где, как, какие названия, какие
факты были грубо искажены в угоду политике. И это использовалось против Абхазии на протяжении многих столетий. И сейчас эта политика, некоторые, может быть, думают, что она не актуальна. Как не актуальна? Мы строим независимое государство. Летописи, которые изучал Денис Чачхалия, давно изданы и находятся во всеобщем доступе на языке оригинала. Вот только прокомментированы они неверно, подчеркивает автор презентации. И теперь, по его словам, дело за учеными, и не только абхазскими. А нам уже давно пора работать над созданием Института Абхазского царства, воспитывать ученых-медиевистов, которые доподлинно разберутся в столь малоизученных вопросах средневековой абхазской религии, архитектуры, искусства. Илана Казамба, Георгий Кутарба, Абаза ТВ. 5 городов, 11 дней, 7 спектаклей. Государственный русский театр драмы имени Фазилия Искандера вернулся из самого длительного в своей истории гастрольного тура. О том, как театр из Сухума отправился на гастроли, в каких городах выступали, какие спектакли представляли российскому зрителю и насколько сложно даются гастроли, когда в родной стране культурные учреждения закрыты, с генеральным директором Русдрамы Ираклием Хинбе поговорила Элеонора Гилаян. Саранск, Тамбов, Ярославль, Тверь, Иваново – все это гастрольный маршрут Русского театра драмы имени Фазилия Искандера в рамках больших гастролей. За 11 дней абхазские актеры посетили сразу 5 городов России и сыграли 7 спектаклей. В один тур удалось объединить сразу несколько гастрольных и фестивальных проектов. В Саранске мы показали кёрджинские перепалки в рамках фестиваля «Соотечественники». Это международный фестиваль, который объединяет русские театры зарубежных стран. И он действительно международный, там были театры из Казахстана, из Беларуси, из Армении, из других стран. И вот наш спектакль «Кёрджинские перепалки» был единогласно признан лучшим. Там и в зале была реакция соответствующая, и потом критики невероятно положительно оценили нашу работу. Но на самом деле там действительно он прошел просто вот так, как хотелось бы, да, и как даже, может быть, и мечтать не приходилось, да. Этот фестиваль, участие в этом фестивале стало возможно благодаря поддержке Россотрудничества. Они приобрели нам билеты на самолет, чтобы мы долетели до Саранска. И также наше Министерство культуры помогло суточными на дни пребывания на фестивале. Все остальные расходы принимающая сторона взяла на себя. Из Саранска труппа Русдрамы направилась в Тамбов, где проходил проект «Театральный проезд». Русский театр драмы представил снова кёрджинские перепалки. В Тамбове среди зрителей были представители абхазской диаспоры, что особенно стало приятным для русдрамовцев. С поездкой в Тамбов по части суточных театру помог меценат Николай Ачба. Из Тамбова абхазские актеры держали путь в Ярославль на престижный международный фестиваль русских зарубежных театров, который проходит уже в 3-й раз и все 3 раза с участием Русдрама. Это проект Министерства культуры Российской Федерации. И вот мы имели честь выступить на сцене знаменитого Волковского театра. Это первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году. И там, конечно, грандиозное здание, прекрасная администрация, директор, художественный руководитель Сергей Пускипалис. То есть очень, все это было очень на каком-то, знаете, не только вот организационном уровне высоком, но и на творческом, на эмоциональном уровне. Все это было очень здорово сделано. И мы там показали наш «Солярис», сложнейший технический спектакль. Это были самые большие мои переживания. Но каким-то удивительным образом все сложилось. И спектакль прошел просто на одном дыхании, ни одной технической помарки, стоячая овация, полный зал. Ну, мы, конечно, я просто после этого почувствовал себя счастливым человеком. Впервые, наверное, за этот год. После Ярославля Русский театр драмы перешел на большие гастроли. Проект также реализуемый Министерством культуры России. В рамках проекта актеры посетили 2 города – Тверь и Иваново, где сыграли кёрджинские перепалки и Хаджи Мурата. По словам гендиректора Русдрама Ираклия Хинбе, это действительно большая гастрольная программа. И не обошлось без опасений, что произойдут непредвиденные изменения, в частности из-за эпидситуации. Вообще вот весь этот период, он такой достаточно нервозный. И нам не гарантировали руководители театров, что эти театры не будут закрыты к моменту, когда мы приедем в Россию. Но
в Российской Федерации все-таки вот этот подход по отношению к учреждениям культуры, он настолько стратегически верен и абсолютно с научной точки зрения правилен, с точки зрения эпидемиологии, что когда были введены вот эти вот нерабочие дни, которые означали практически закрытие всех учреждений, куда приходят люди, магазины, кроме продуктовых, образовательные учреждения, рестораны, кафе и так далее, спортивные учреждения. Это все было закрыто, но именно театры работали. И это, кстати, даже в указе Путина, президента Путина, театры отдельной строкой идут, что вот для них, для театров и музеев должны быть соответствующие регуляции в регионах. Как рассказывает гендиректор Русдрама, отправляться на гастроли из страны, в которой культурные учреждения закрыты на бессрочный карантин, непросто. И в том плане, что труппе сложно без постоянных спектаклей со зрителем, и в том, что российские журналисты без конца интересовались, почему в нашей стране принято именно такое решение в отношении объектов культуры. Театр умирает, если в течение месяца на его сцене не идут спектакли. Вот месяц – это уже начало смерти. Если ничего не происходит, если коллектив не репетирует что-то, если какая-то внутренняя творческая жизнь не поддерживается, какое-то напряжение внутреннее отсутствует, то уже можно говорить о том, что там через 3-4 месяца можно этот театр аннулировать и начинать что-то заново. Конечно, мы не можем допустить того, чтобы такое произошло с нашим театром. Это просто будет даже по отношению к нашей стране преступлением погубить такой театр, как Русдрам. Поэтому мы все это время бесконечно репетировали на сцене. Я понимаю, что это кому-то тоже может показаться, ну да, можно репетировать, и это тоже своего рода сохранение творческого уровня. Да, с одной стороны это так, с другой стороны это тоже имеет свои пределы. Это может длиться месяц, 2, 3, но это не может длиться полгода, это не может длиться год. Потому что театр, вообще театральная ситуация возникает только тогда, когда имеет место соприкосновение спектакля со зрителем, когда имеет место обмен энергией, когда имеет место ситуация наблюдения за тем, что мы делаем на сцене. Тогда иначе это уже не театр. Онлайн никогда не заменит театр. Да, можно снять спектакль, показать его, но это будет уже другой какой-то продукт. Это не будет театральным продуктом. Поэтому, конечно, это было очень тяжело, но мы, благодаря нашему заряду, вот у нас какой-то есть внутри заряд, какой-то, знаете, урановый какой-то, да, внутренней энергии, мы знаем, что мы не позволим сделать так, чтобы этот театр погиб. И мы будем всегда теми, кто мы есть, и мы будем еще сильнее, мы будем круче, мы будем интереснее, даже несмотря на те испытания, которые сегодня выпадают на нашу долю. Самое еще неприятное то, что у нас нет какой-то перспективы, мы не понимаем, когда это закончится. Если, скажем, в Российской Федерации объявляют, что театры там закрываются, да, то всегда есть некая дата, когда эти ограничения снимаются. По крайней мере, она может продлеваться, но она есть. В нашем случае это просто что-то вот абсолютно с открытым финалом, да, какая-то история. И везде, кстати, на всех пресс-конференциях мне задавали вопрос, почему в Абхазии закрыты только театры, а все остальное работает. Во всех городах, все журналисты в курсе. И вот представьте себе, что я должен был отвечать на этот вопрос. Я просто говорил о том, что вот такое решение Координационного штаба. И все. То есть других объяснений у меня, к сожалению, не было. По словам Ираклия Хинба, у него и как у директора театра, и как у гражданина республики пока больше вопросов, чем ответов во всем, что связано с закрытием культурных учреждений. Единственное, что нам обещают, это как только стабилизируется эпидемиологическая ситуация, то тогда штаб приступит к рассмотрению предложений по поэтапному возобновлению работы учреждений культуры. Я не знаю, что значит стабилизация ситуации. Я не знаю, что значит поэтапное, поэтапное возобновление работы. Я не знаю, какие контрольные цифры существуют у штаба
по достижении которых они будут рассматривать вопрос возобновления работы учреждений культуры. Я не знаю, на чем основано мнение штаба, на какой науке эпидемиологической. Почему эта наука противоречит российской науке и мировой науке, что вот можно закрыть учреждение культуры, но разрешать по сути, по факту, да, проведение свадеб, других мероприятий в ресторанах и залах, и надеяться на то, что это приведет к снижению заболеваемости. То есть мне хочется, чтобы мы люди, наверное, имеющие высшее образование, даже кто-то с кандидатской степенью, я хочу, чтобы просто мне объяснили, почему так происходит, на какие выкладки есть вот научные именно основания для занятия такой позиции. Что касается гастрольных планов и проектов, то, как рассказывает директор Русдрама, у труппы есть и приглашения, и планы. Однако в первую очередь актеры театра хотят играть на родной сцене и для своего зрителя. Элеонора Гилаян, Георгий Кутарба, Абаза ТВ. Информация правоохранителей. Особо тяжкое преступление против здоровья населения и общественной нравственности передано в суд. Следственным управлением МВД Абхазии окончено расследование и с утверждением Генеральной прокуратуры направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело в отношении Лукичева Ивана Олеговича, 88-го года рождения, жителя города Сочи, сообщает пресс-служба МВД. Согласно материалам уголовного дела, гражданин Лукичев, находясь на территории Российской Федерации, посредством мессенджера Telegram вступил в преступный сговор с неустановленным лицом под псевдонимом Дима Сочи с целью организации незаконного оборота наркотических средств в особо крупном размере посредством осуществления тайных закладок на территории Абхазии. В столице асфальтированы перекрестки улиц Джоно, Лакоба и Абазинская Лакоба. Подготовительные работы по укладке асфальта начались 5 ноября. Работы ведет подрядчик ООО «Абхазрегионстрой». Перекрестки этих улиц асфальтировали сначала для удобства автомобилистов. Далее будет проложен асфальт на 3 улицах – Джоно, Гули и Абазинской, где шли работы по инвестпрограмме социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы, в результате которых заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы. Кроме того, как сообщается на сайте столичной мэрии, на улице Абазинской в Сухуми скоро появятся парковочные места. Городские власти решили обустроить специальные места для парковки с учетом загруженности сухумских улиц и растущим с каждым годом количеством автомобилей. Праздник урожая на исторической поляне в селе Лыхны, Лыхнашта, отменен из-за пандемии коронавируса, рассказал журналистам заведующий отделом по организационно-инструкторской работе администрации Гудаутского района Тимур Шамба. Согласно указу президента о запрете проведения культурно-массовых мероприятий на улице и в помещениях, как и в прошлом году, в этот раз тоже не состоится праздник осени в связи с пандемией коронавируса, уточнил он. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 9 ноября, в Абхазии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13, днем до плюс 22 градусов. Температура морской воды 18. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.